Пожелтевшие страницы старых выпусков газет «Ингушское слово», «Эхо гор», «Сердало» уже давно не найти в продаже, но их бережно хранят в Национальной библиотеке Ингушетии. По крупинкам научные сотрудники хранилища книг собирают то, что выходит из-под пера местных журналистов. Здесь чтят память о трудах выдающихся деятелей журналистики, таких как создатель ингушского алфавита на латинской основе, основателя газеты «Сердало» Заурбека Мальсагова, старейших журналистов Ингушетии Микаила Зангиева, Мурата Азиева, Абуга Доборшева, Хусейна Шадиева и других. Но также здесь мониторят труды и современных акул пера и телеэфира. Признают, сегодня журналистика шагнула вперед в техническом плане, но стала уступать в отношении к слову и его силе. Мы тоже себя причисляем к инженерам человеческих душ, да, касаемся людских судеб, а слово имеет обоюдоострую силу, то мы, конечно, со словом работали гораздо серьезнее. Мне посчастливилось работать с профессионалами, с ветеранами журналистики, многих из которых сегодня нет в живых. И они нам преподавали не только уроки журналистики, они нам давали уроки жизни. Как обращаться со словом, как обращаться с людьми и вообще верности принципам журналистики. Сегодня, к сожалению, в какой-то мере это утрачено. Председатель регионального отделения Союза журналистов России и директор нашей телерадиокомпании Шамсудин Боков рассказал о том, какие трудности переживает сегодня журналистика региона. Основная проблема – дефицит кадров. У молодежи нет особого интереса к профессии летописца современной истории республики. Чаще молодые люди выбирают популярные профессии, например, IT. Мы проводим публичные конкурсы для желающих обучиться телевизионному ремеслу. Будь то звукорежиссеры, будь то операторы, будь то инженеры, будь то корреспонденты, ведущие. Бесплатно обучая, мы пришли к тому, что набирая десятки людей, к концу этого срока практически оставались 1 или 2 человека. Эти слова находят отклик в душах опытных коллег по печатному и телевизионному цеху. Посвятившая около полувека журналистике Хава Абадиева вспоминает, что отличало представителей СМИ прошлых лет от современного поколения. Это были люди, энтузиасты, патриоты, которые, невзирая на то, сколько мы получали, на каких условиях мы работали, но мы выполняли главную задачу. Все, что происходило позитивного в республике, мы это освещали. Понимали, насколько это важно, чтобы говорить о том, что происходит позитивного, и о том, что мешает нам идти вперед. Важный момент. Искусственный интеллект сегодня активно проникает в профессию журналиста и пытается вытеснить интеллект живой. Впрочем, старожилы журналистского мира уверены, что бездушные тексты не способны заменить авторские материалы, которые человек пропускает через свое сердце. Даже сегодняшний праздник, День солидарности журналистов, не просто дата. Он уходит далеко корнями в трагическую историю судьбы публициста, который остался верен своему долгу в борьбе за человеческие жизни. Памятная дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1943 году, в Берлине нацисты казнили чехословакского журналиста, убежденного антифашиста Юлиуса Фучика. До последних дней своей жизни он был верен профессии и даже в тюрьме написал книгу «Репортаж с петлей на шее», за которую был посмертно удостоен Международной премии мира. В Ингушетии с этого учебного года Ингушский госуниверситет запустил новое направление подготовки – филологическое обеспечение журналистики. Но даже этого, считают акулы пера и телеэфира, будет недостаточно, чтобы утолить кадровый голод. Подняли вопрос о создании в школах кружков юных журналистов. Но самое важное – нужно закладывать в умы жителей, что журналистика не самая высокооплачиваемая работа, но она позволяет специалисту работать на благо своей республики, быть патриотом и четвертой властью своего региона, нести в массы основы нравственности и духовности, а это гораздо дороже денег. Анастасия Шишина, Мувалдгири Ахильгов, Магаз 24.